приехали в Датсан. Он находится на горе. Проезд сюда занимает через частный сектор. Это все частный сектор. Дачи. Дома, дачи. Как тут пахнет. Приятно свечами. Смотри, какой классный. Вообще прикольный. Блин, вообще такой кайфовый. Шарфик. Ну, выглядит модно. Шарфик стоит... ну шарфик стоит только трюльник. А сколько сам костюм-то стоит? А сколько такой костюм стоит? Костюм стоит 20 тысяч, 20 с чем-то тысяч. О, мои любимые браслетики. Надо убегать отсюда, ребята. Потому что я тоже падки на эти все дела. Ничего не будет, это все интересно. Тут просто огромный комплекс, да? Огромная сувенирная лавка. Вот павильон магазина. Вся история Бурятии есть. Да. А это что за... Это просто материал, типа метр 1250. Шелк с орнаментом такой будет 1250. Вот шелк монгольский у вас есть. Монгольский тоже, да, есть? Интересно. У нас есть также перчатки, шарфики, если интересуют. Пока мы в лето едем в сторону Сочи. Заранее зиме готовим. Да, кстати, есть такое дело. Друзья, наконец-то мы добрались до Датсана в городе Улан-Удэ. Сейчас будем заходить внутрь, посмотрим, что из себя представляет данное религиозное сооружение. Очень огромная, да, красивая такая территория. Тут вот мы сейчас идем по околу. Люди все там стоят, что-то вот пьют. Сейчас пойдем узнаем, для чего это делается. Потяни на себя аккуратно и аккуратно ударь. Держи ее. Немножко не подрасчитал, Я первый раз ударил громко, а второй раз ударил 2 раза. Как-то так получилось. Но требуется сноровка, видимо. Тебе простительно, ты турист. Идите по кругу. Их много крутить надо. Как истинный турист, думать, а потом говорить. Поэтому мы тут просто интересуемся, смотрим. Мы не знаем, что это, как это вообще. Нас еще никто не посвящал в такое. Тут очень красивая аллея из Хи-Марин, так написано. По всей видимости, это можно в магазине при Датсане, да, приобрести вот такую ткань, Хи-Марин называется. И здесь именно после обряда повесить. И это все приведет к ловле удачи. По крайней мере, так написано, что все это ведет к удаче. Вот Петя нашел упавшую ткань и сейчас будет приобщаться к буддийской вере.
Там написано «Вешать только за металлические конструкции». Что Петя и делает. Ты вязал, да? Он упал. Ну что, теперь ты будешь на коне удачи? Ну, это не моя удача, наверное, была. Я просто помог вернуть удачу. Благое дело сделали. +1 к карме. Вот это деревянные четки. Так четко, да? Большие четки. Я не ошибся, я просто сказал, это четки. Это четки. Вот это четки, так четки. Я не знаю. В машину такие на зеркало повесить. И все. И машина не поедет никуда. Сейчас Семен рад, как ребенок. Счастливый. Ну что, побывали в Дацане, обошли круг, да, то есть по солнечному кругу прошли вокруг Дацана, зашли в специальное место, где можно поставить свечи, поставили, и теперь едем в сторону Байкала. Ночью на подъезде к городу можно было уйти налево в другой Дацан. Иволгинский. Иволгинский. А как раз там находится Далай-лама Этигелов, который пребывает сейчас в летаргическом сне. Как считается, что он еще теплит жизнью и может из него выйти. Это знаменитый Этигелов. Про него много снято передач. Я очень хотел повидать его, побывать там. Но так как мы были поздно ночью, мы туда не попали, естественно, он закрыт был. А сейчас ехать нам просто в обратную сторону у нас получается очень большой отрезок времени и километража много. Ну, очень красивый город, большой, интересный. Есть и горы, и равнины, и реки. Классно вообще, мне понравился очень. На выезде, да? Возле ЗОВД Петя заметил бочку с квасом. А нет, я ее... Они в городе, тут такая соседка такая. Как вот в советские времена квас был бочка. Я ее еще в городе приметил такой. Она на той стороне была. Думаю, блин, вот бы сейчас. И как раз вот попалась она нам. Надо попробовать. Тот квас, не тот. Как добрый сказ. Вот, точно, как в сказке, так и написано. О, она набирает, смотри, так же. Смотри, как набирает бетон. Мы такую бочку скрывали. Она внутри-то идет алюминиевая полностью, и ничего не будет. Главное, наружку так отделаешь. Все. Вода, посмотри, точно она стоит. Ржавенькая еще. Так, нам 1,5 литра кваса. А это набирается вот через... вороночки это пенка, да, или что это? Да. И пенка остается в самой воронке, да? Да. Круто. Ну что, налили нам квас? Бочка советская. Да и квас должен быть тогда, получается, если бочки советские, правильно? Ну что, как вкус? Блин, интересный. Не такой, как с бутылки или очаков там, или еще что-нибудь. Какой-то своеобразный. Даже немного хлебчинки отдает. Крутяк, по дороге будем ехать и пить. Да, я лучше сразу выйти. Ездим, знакомимся с городом, и тут прямо во дворе есть голубятня. Я, допустим, ни разу в жизни не видел голубятню. Вот такое вот строение. Тут голуби сидят.
клетки. Там вот поверху залетают. Не видно, ну ладно. Поверху залетают. Он травушку кушает. В центре города, да? Ну, это не центр, как бы. Ну да. Выезд Просто на в ограде стоит такая голубятня. Это мы в рамках знакомства с городом просто заметили голубятню. Крыши открыты. Сюда, кроме голубей, еще вон воробьи тоже залетают. Там все есть, да, и воробушка, Все виды. и бабочки летают. Интересно, да? А я заметил, тут Аня же говорила, там где-то голубятню увидела, там где-то голубятню увидела. Тут много, оказывается. А они тут такие белые, красивые. Не такие, как это, по городу бегают. Вообще голуби. Голуби? Да, нет. А, вон там есть цветной, вон там, камненький, в углу сидит. Ну да, вот такие вот они дворы. У кого-то детские площадки, у кого-то голубятни. Друзья, мы выезжаем из города Улан-Удэ и направляемся в сторону Байкала. Здесь мы побывали в Дацане, попробовали отличные просто бузы фирменные и даже взяли квас. Квас мы, между прочим, взяли на дороге, на выезде из Улан-Удэ. Ну, едем дальше. Оставайтесь с нами. Телеканал Якутия-24 испытано на себе. Испытано на себе. Едем вдоль Байкала, Великого озера. Остановились в кафе, сейчас перекусим, ну а тут идет местная распродажа продуктов местного производства. Сейчас подойдем и узнаем. А сейчас мы покушаем, я у жены спрошу. А это что за бутылочки у вас такие? Нерпи жир. Ничего себе. Какая-то рыбка маленькая. Караси, что ли? А, о, красивые какие хвосты. Да, классно. Ребята, мы остановились в кафе, как я уже говорил, рядом с Байкалом. Байкал у нас здесь, его, правда, не видно. Вон там рыбу уже продают. Да, тут продают по дороге омуль, огурцы, помидоры, ягоды. Ну а мы решили остановиться в кафе и перекусить. Сегодня мы кушаем русскую народную, да? Ну, обычную кухню, в общем говоря. Обычную русскую кухню. Ушли от буса, вот я себе взял рис, сосиски, ребята взяли жаровню, салатик. Ну, это, вот эта жаровня, например, 450 грамм, стоит 450 рублей. Ну вот, а сосиски в тесте у меня стоят 120 рублей, рис 50 рублей. Нормально? В принципе, бюджетно. Ну и салатик. Вот мы купили. Отсыпали, а так банка стоит 150 рублей на трассе. В принципе, недорого, нормальная цена. Да, приятного аппетита. Мы здесь перекусим и продолжим наше движение в сторону Байкальска. Там остановимся и, возможно, искупаемся. Поселок Утулук. Рядом Байкальск. Байкальск проехали. Километров, наверное, 15, да? Максимум. Утулук. Мы находимся на Байкале. Тут, ребята, просто обалденные виды. Мы приехали вот на берег, просто по навигатору через поселок, через середину поселка, да, проехали, выехали по навигатору на пляж. Видим здесь очень много весельных лодок. Вот рыбачки. Выезжают вот буквально 100 метров, наверное, от берега и ловят на удочку. На удочку, на доночку. Там есть специальные вот эти такие крючочки. Ловят омуля. Ребята, мы наконец на Байкале.
И по традиции, по моей традиции, я езжу по разным районам и стараюсь искупаться во всех водоемах. Но я вот первый раз летом на Байкале и обязательно должен здесь искупаться, занырнуть. Буду заходить не так далеко, ну, просто нырнуть, освежиться. Что, пойдем? Вода теплая, берег каменный, такие большие прямо камни, скользко. И очень пологий. Заходить придется далеко. Холодно, нет? Нет, нормально. Поначалу, когда заходишь, так прохладненько, но потом привыкнуть можно. По сравнению с Индигиркой, тут вообще парное молоко. Здравствуйте. Че, как рыбалка? На бутылка. Не очень, да? Вообще. Давление, может? Утром 718 было. Ну, с рыбалкой сказали не очень. Видимо, то ли давление поменялось, то ли что. Дождь, может быть, пасмурная погода. Так что с рыбалкой пока у рыбаков фарта нет. Ну, рыбалка это вообще сама по себе удача. Но в данный момент, видимо, пока не очень. Люди имеют здесь свои гаражи. Кто поставил, видимо, хранить лодку. Такие вот лодочки. Просто резиновые, да? Ау! Папа, мы тут червяков нашли. А у меня вот такие штучки я нашла. Это для рук, да? Да, парочек. Ага. Вам надо? А я их нашла, это мне не нужны, я потом думала, что никому не нужны. А он опарыша нужны на свою лодочку. Наловили что-нибудь? Да нет рыбалки, да? Нет, сегодня нет, а вообще это... Классный берег. Купалочку вот так устроить здесь. Погода вот у нас обидела опять. Вот сколько рыбаков на рейде. Люди просто приезжают порыбачить днем до вечера и домой. Не надо с собой этот камень таскать. Оставь его здесь. Зачем такой огромный? Куда нам его? Возьми маленький. Маленький какой-нибудь. Он потом опять куда-то выкинется. Ты что, куда поднялся? В гору, что ли? А, вот так вот. Ну что, погода не погода, да, мать? Поедем куда? В верхушку?
испытано на себе. Мы, наконец, добрались до славного города Иркутска. И будем заселяться в квартире. Гаражи, гаражи. Не гоняют тут их. У нас-то в Якутске гоняют уже все гаражи, чтобы поубирали. Тут гаражи, гаражи, гаражи. И вот такой у нас новый, вот такой дом. И тут еще. Тут их много. Вот тут у нас хаза. Сейчас пойдем смотреть на каком-то этаже, на 11-м, что ли. Красиво так все. Уютненько. Такие вот двери. Красивые. Все застройщики. На каждом этаже слабые натуральные дерево для декора. Тут вот есть такие ящички. Оп, ящик. Да, кейсбокс. Тебе отправляют пароль от него, достаешь там ключ и заселяешься. Дверь, смотри, какая большая, красивая. Вот такая вот уютненькая квартирка. Ну-ка, что тут у нас есть? О, столик, кухня, телек, балкончик. А, ну, кровать с диваном, да? Круто. Душевая вообще просто нормально. О, как современно все выглядит, да? Вот золото, видишь, фурнитура. И сколько это стоит, Ань? 3500. 3500 сутки. Сезонно, а так дешевле еще может, наверное, стоить весной. А, ну просто сейчас именно сезон, поэтому типа да. Не, ну так, 3500. А, ну тут мокро. Тут надо что-то делать, закрывать дверь, да? Вид, смотри, какой. Градчик играет. Друзья, мы в историческом центре города Иркутска. И так как сегодня идет дождь, мы решили сходить в что-нибудь закрытое, да? Какое-нибудь закрытое помещение. И был выбран планетарий. Планетарий называется Ноосфера. Сейчас зайдем посмотрим. У нас как раз Есения увлекается изучением космоса и разных планет. Ешка, будешь изучать планеты? Музей Ноосферы. А мы, по-моему, не... А, или туда идем. Туда. Там на Солоденство, когда едешь, новый, который построили, стартовую площадку, там возле нее кафе есть. И там тоже поставили аппарат с питанием космонавтов, туда можно купить. И там подешевле, по-моему. А ну тут тоже по 300 есть. Космическое питание. Может, ты купишь, вот попробуешь, что вкусненькое сегодня? Давай. Что будем пробовать? Есть. Ну что, друзья, мы находимся в планетарии. И пока ждем сеанса, у нас будет небольшая экскурсия. И я вот приобрел космическое питание. Так, надо разобраться, как оно открывается. Наверное, вот тут. Она запечатана космически. Ты думаешь, в космосе тоже так открывают тяжелые? В космосе, наверное, без коробки. Но тут у нас тюбик. А в тюбике борщ. Борщ. Нормально. Еще есть пакетик. Подогреватель беспламенный, компактный. А, его подогреть? Нифига себе. Тогда сейчас прям не будем, походу будем дома подогревать, потом пробовать, да? Сейчас, походу, дело.
Ничего не видно. Знаешь, как делается сос? Сос делается так. Откуда ты это знаешь? 3 коротких, 3 длинных. Ну, вернее, 3 точки. Я думал, 3 тире. ты хотел сказать 3 высших образования. Ну, это опыт просто. Катание на моторных лодках и вечных каких-то проблем, поисков. Каким вот образом? 2 недель адаптировался, они видели Сравняли идти вокруг солнца. и когда снимали очки, Немножко наклонено вот так. Вокруг оси, ну. Да, сама вокруг себя крутится. И еще и вокруг солнца. Вокруг стало быстро, да? М-м. это тоже очень интересно. Ответственным оператором. Проходите, пожалуйста, вот так и встаньте, пожалуйста, так, чтобы не загораживать, вот, чтобы была видна камера другим людям. Чтобы Вот. камера была. Да. Да. Мгм. И сейчас мы будем наблюдать иллюзию. Вертушка будет для нас замедляться в камеру, затем нам покажется, что она остановилась, и она начнет вращаться в другую сторону. Да. Вообще есть, да. Да. Все хорошо, посмотрели. Этот же эффект мы можем наблюдать в фильмах, если нам показывают винты самолета или движущиеся колеса. Кроме того, такой эффект может случиться на заводе. Если лампы на заводе освещения мигают, и вращающиеся детали на станке тоже имеют какую-то определенную частоту, эти две частоты накладываются друг на друга, и рабочие на заводе могут травмироваться. Поэтому специально ежедневно калибруют освещение в цехах. Впервые людям увидеть движущуюся картинку благодаря наклонной системе зеркал. Как называется? Токсиноскоп. Потому что зеркала везде. Они просто не кривые же так. Ну, они не кривые, да, они просто вот друг на друга смотрят. У нас получается очень много везде. Видел, сколько у нас? Маслица. Мы раздвоились, отстроились и так далее. А теперь я поворачиваю тебя, да? Да. И что-то нашли интересного. Это вот эта штука, которая показывает все планеты, которые в нашей системе летают. Она крутится. Это хитрый механизм. Это все настолько разработано, да, ну, как швейцарские часы. И в какое время куда летит. Мы с вами находимся в звездном зале. Над головой у нас 9-метровый купол, на котором мы проводим наши сеансы. Сегодняшний сеанс будет состоять из 2 частей. Первая часть — это просмотр фильма на куполе. И вторая часть — экскурсия по звездному небу, на которой я покажу и расскажу, какие созвездия и другие астрономические объекты мы с вами можем наблюдать на небе над Иркутском. Облака из пыли и газа, туманности. Ночной Иркутск. Сегодня идет дождь, поэтому решили остаться дома, переночевать, отдохнуть. И завтра рано утром едем дальше. Испытано на себе. О, тачки. Дорогие друзья, мы выехали из Иркутска.
едем в сторону Красноярска. Нам нужно будет проехать 1000 километров, 1050. Но у нас скорость замедлилась. Да, Петь? Мы думали, проедем до вечера. 6 утра встали, помылись, побрились, погнали. А на деле получается, что-то мы едем со скоростью 80-70. Да? Да, усталая такая тема. Куча поселков. Думали, что выйдем и 110-120 будем идти. Вообще никак. А получается пробки. Еще тут водители как-то не обгоняют. Медленно. Да. Очень много фур, да, идет? Вот Очень много деревень, да, просто, ограничения по скорости. Ну, в целом все нормально. Остановились в придорожное кафе, столовая, у нас завтрак. Вот, Аня, смотри. Ань, мы остановились в столовой. Ребята, вот необходимо всегда останавливаться в таких столовых, чтобы сразу взять готовую еду и долго не ждать. Это когда быстро ехать надо. Забежал, взял, а то мы сядем иногда и начинаем готовить. Ты полчаса сидишь, а могли бы проехать 100 километров. Ну что, друзья, приятного аппетита. Лучший завтрак в мире. Это лучшая работа в мире. Я себе взял на завтрак лазанью, блинчики с мясом и солянку. Да, главное, в солянку добавил укропчик, оливки и лимончик. Еще майонезом сверху повернул с компотиком. И все это мне встало по 505 рублей. Не всегда машины привозятся, это скорее всего в Корее, целыми. Вот смотрите, с пробежкой, ДТПшная воля. Ладно, здесь вы даже не заметили, когда объезжали, да? А сзади, посмотрите, какая машина. По переду вроде только бампера нет, а вот жопа. Вот она сейчас приедет куда-то в центральную часть России и восстановит, поменяет крыло, восстановит зад, и это будет как новенькая беспробежная тачка. Подтверждение моих слов, машины идут с Кореи, BMW Корея. Это вообще М-серия. Ну это целая машина. Блин, обалденная тачка, вообще хорошая. Это пятерка вроде. Цвет сразу серенький, такой модный. Суппорта. Немного, по-моему, германец без колодок тоже как-то прокатился, по-моему. Вон эмовские суппорта. Блин, вообще машинка просто бомба. Будем снимать, кстати, тачку показывать. По дороге постараемся какие-нибудь, да? Модные всякие подшаки, если будет по возможности. А так вот много везут вообще. Европа очень много. Thank you.